Известная пословица гласит: «Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу». Что же такое привычки? Какое значение они имеют в нашей жизни и как мы можем управлять ими? Если вы зададитесь целью и понаблюдаете за собой несколько дней, да даже один день, вы сильно удивитесь, сколько же действий вы делаете автоматически по привычке. Простыми словами, привычка – это действие или реакция, которое человек делает автоматически, не задумываясь о процессе, потому что уже многократно повторял это. Например, чистка зубов, мытье посуды, уборка квартиры и так далее. Привычки незаметно управляют нашей жизнью, тем самым помогая или наоборот делая невозможным достижение наших целей. Согласно исследованиям, до 40% действий за сутки мы выполняем по привычке. Привычки бывают разные, хорошие и вредные. Одни помогают нам быть здоровее, энергичнее, продуктивнее, а другие тянут нас за собой на дно, практически сводя на нет действия первых. О том, как обрести первые и ускоренить вторые, что вообще такое привычки и откуда они берутся, сегодня я хотела бы вам об этом рассказать. Итак, сначала поговорим о вредных привычках. Вредные привычки не дают человеку возможность реализовать себя как личность в этой жизни. Очень часто вредные привычки не вредят его обладателю, зато наносят ущерб окружающим. Например, привычка громко говорить, смеяться там, где не надо, перебивать собеседника, грубить. Но эти привычки не так уж и опасны, и они при желании легко устраняются. А как же можно отличить плохую привычку от полезной? Очень просто. Если одно и то же повторяющее действие наносит вред обществу, здоровью или делу, то это плохая привычка, или наоборот. Так что последите за собой и своими действиями. Они приносят пользу вам и обществу или наносят вред. От этих привычек вред наносится его обладателю и окружающим его людям. Но помимо плохих привычек, еще имеются дурные привычки. Иметь хорошие привычки – мечта любого здравомыслящего человека. А что такое полезная привычка? Это то, что дает энергию и силу, приводит человека к цели и сбывшимся мечтам, продлевает жизнь и дарит чувство уверенности в каждом дне, то, что дает держаться на плаву. Зачем же нужно формировать новые привычки? Привычки значительно упрощают жизнь человека. Чтобы эффективно сформировать новую привычку, необходимо свободное время, высокая частота выполнения, осознанность действий и отдых, чтобы восстанавливать силы и возвращаться к работе. Несмотря на усилия, которые понадобятся при формировании новых привычек, результат принесет больше пользы, чем вреда. Сколько же это займет времени? В обществе бытует миф, что весь процесс занимает 21 день. Как отмечают эксперты, это число не имеет ничего общего с реальностью. Более актуальные исследования показали, что на формирование привычки необходимо от 18 до 254 дней. Кто-то проходит этот этап быстрее, а кто-то дольше. На временной отрезок могут повлиять несколько факторов. Ну и в конце. Хотя многие модели поведения мы усвоили еще в раннем детстве, ничего не помешает нам избавиться от них или заменить их на новые. С одними привычками сделать это будет легко, с другими сложнее. Но при желании должной мотивации можно значительно улучшить качество своей жизни, внедрив в нее новые полезные сценарии поведения.